Узбеки, казахи, друзья, азиаты, русские. Что вообще происходит? Досмотрите это видео до конца, ответьте, пожалуйста. Кто не знает, этот красавчик Абдукодир Хусайнов, узбекский футболист, который недавно перешел в английскую премьер-лигу и будет играть за Манчестер Сити, с чем я действительно от души рад за него. Он будет представлять Центральную Азию. Но после того, как я прочитал комментарии, я выяснил то, что у него очень много хейтеров. И в основном они русскоязычные. Я действительно подумал, они в основном, может быть, дети, там, глупые люди, но их очень много. И забил на это, оставил это. Но что недавно опять выяснилось, давайте посмотрим. На увольнение Черчесова отреагировали в России. Зачем он вообще сунулся в этот дурацкий Казахстан? Там и не было никогда хороших футболистов. Казахи не созданы для этой игры. Им лучше на конях скакать да клюшкой побивать мячик. Есть такая игра у них. Или барана друг другу перебрасывать. А футбол — это не их игра. Видимо, сборная Казахстана не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегии взяли 1 очко, Холланда остановили и забыли, что такое футбол, видимо. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну а что бы Хасеп сделал? Вышел на поле или Стас на ворота должен был встать? Ғаламұлы, әңгіме жоқ, прогресс бар, ойын өзгеріп келеді, жақсы жағынан. Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, Париж, oui, ça va bien. То есть узбекского футболиста хейтят за то, что он перешел в одну из лучших лиг, в одну из лучших команд мира. Просто так за то, что он узбек. Есть какие-то там стереотипы, то, что там строитель, плиточник, все такое. Я бы пропустил это, я бы на все это забил, потому что, ну, хейтеры, они есть везде и всегда они будут, да. Но после того, как уволили Черчесова, да, когда начали уже русские футболисты, взрослые футболисты и тренера хейтят казахов, говорить то, что они только на лошадях могут скакать и клюшками бить, или там барашек перекидывать. Это уже что-то иное, это другой уровень ненависти, понимаете, да? И я такой задался вопросом, откуда у них столько ненависти, откуда у них столько желчи, зависти? Оставьте это дело, что это такое, что с вами происходит? Почему просто нельзя порадоваться за соседа? Почему просто нельзя порадоваться за молодого парня, который перешел в лучшую лигу, в лучшую команду? Почему нельзя просто сказать: красавчик, давай дальше? Да, первый дебют Хусайнова был неудачным за Ман-Сити, но здесь надо задуматься то, что он первый раз играет в лучшей лиге с лучшими командами, он защищается против лучших игроков, и у него, он все-таки молодой, ему за 20 лет, он еще всего добьется, понимаете? Но завистники, которые там пишут всякое говно, там про него, про казахов там что-то говорят, про всю Центральную Азию что-то говорят, да, оставьте это дело. Скажите, в каком состоянии находится русский футбол, в каких соревнованиях играет сейчас Россия, чего она добилась за последние там десятки лет? Просто скажите, когда Россия выиграла чемпионат мира или что-то такое, да, я не знаю. Просто хочу сказать, что это в крови вот русских есть на самом деле, то, что они ненавидят не русских, это есть, в большинстве русских это в натуре есть. Я уже многое времени живу в Шотландии, и даже в Европе русские, когда приезжают, что в Европу, что в США, они говорят: мы не любим африканцев, индусов, азиатов и других, понимаете, да? У них, они сами мигранты, но в то же время они хейтят других мигрантов, которые переезжают в другие страны. И действительно задаешься вопросом, кто тебе друг? Друг или враг? Просто задайтесь вопросом. Мира вам и размышления. Ассаламу алейкум.